Добрый день, ребята! Вашему вниманию суммативное оценивание за раздел 4 «Чудеса света», 6 класс, 2 четверть. Не забываем подписаться на мой канал и поставить лайк. А если есть вопросы, можете написать его в комментариях. Итак, первое задание. Прочитайте текст. Шестым чудом света является Александрийский маяк, он же Фаросский маяк. Во времена царствования в Египте Птолемея II было принято решение построить знаменитый маяк. По плану на осуществление задумки должно было уйти 20 лет, но все жители увидели шедевр гораздо раньше. Главным архитектором и строителем этого сооружения является Сострат Кницкий. На мраморной стене маяка он высек свое имя, а затем, наложив тонкую штукатурку, написал слова, прославляющие Птолемея. Естественно, через недолгий срок штукатурка обсыпалась, и в века вошло имя выдающегося мастера. Так вот, Сострат окончил строительство Фаросского маяка за 5 лет, что по меркам древности было вообще мгновением. Александрийский маяк складывался из 3 башен. Первая, самая нижняя, прямоугольная часть монумента, служила техническим целям. Там жили рабочие и солдаты, а также хранились необходимые для ухода за маяком инструменты и инвентарь. Над первой частью возвышалась вторая, восьмиугольная башня. Вокруг нее вился пандус, чтобы поднимать по нему топливо для огня. Третий ярус представлял собой величественную цилиндрическую постройку, оборудованную сложной системой зеркал. Именно здесь горел и жизненно важный огонь, распространяя свой свет на многие километры вокруг. Высота шестого чуда света Фаросского маяка составляла от 120 до 140 метров. На самом верху была установлена статуя бога морей Посейдона. Некоторые путешественники, описывая поразившие их чудо, упоминали о необыкновенно устроенных статуях. Первая указывала рукой на солнце на протяжении всего дня, а когда солнце заходило, рука опускалась. Вторая статуя днем и ночью отбивала звуком каждый час. Третья постоянно указывала на направление ветра, играя роль флюгера. В XII веке нашей эры корабли перестали пользоваться Александрийской бухтой по причине того, что она стала чрезвычайно илистой. Именно это послужило тому, что выдающееся сооружение пришло в полный упадок. Еще позднее, в XIV веке, вследствие землетрясения, чудо света Александрийский маяк совершенно разрушился. На его месте была воздвигнута крепость, не раз менявшая свой вид. Сейчас на этом историческом месте располагается база египетского флота. И несмотря на разные предложения, идею восстановления маяка власти не рассматривают. Итак, задание. Выпишите предложение из текста, соответствующие частям композиции. Завязка. На мраморной стене маяка он высек свое имя, а затем, наложив тонкую штукатурку, написал слова, прославляющие Птолемея. Естественно, через недолгий срок штукатурка обсыпалась, и в века вошло имя выдающегося мастера. Развязка. В XII веке нашей эры корабли перестали пользоваться Александрийской бухтой по причине того, что стала чрезвычайно илистой. Именно это послужило тому, что выдающееся сооружение пришло в полный упадок. Еще позднее, в XIV веке, вследствие землетрясения, чудо света Александрийский маяк совершенно разрушилось. Задание номер 2. Рассмотрите картинку. Определите основные цвета, которые использовал художник. Для создания колорита пустыни художник использовал палитру теплых цветов. Мы видим оттенки желтого и охристого в песке, загорелой коже людей, шерсти верблюдов, стволах пальм. Желтизной отдает утомленная солнцем зелень. Даже небо над пустыней не голубое, а насыщенно бирюзового цвета.
Задание номер 3. Ответьте на вопросы. А. Что на переднем фоне картины? На переднем плане картины мы видим караванщиков, которые седлают и навьючивают верблюдов после стоянки в пустынном оазисе под пальмами. Б. Что на заднем фоне картины? На заднем плане картины под бирюзовым небом возвышаются самые известные пирамиды Египта, окруженные бескрайними песками. В. Каков был замысел художника? Художник хотел показать нам и красоту египетских пустынь, и быт людей, преодолевающих все трудности пути через жаркие и безводные земли. Г. Как бы вы назвали эту картину? Я бы назвала эту картину «Золото Египта», подразумевая под ценностью культуру, историю и человеческие судьбы жителей этой прекрасной страны. Задание номер 4. Напишите эссе описание, объем 80-100 слов по картине. Используйте сложные предложения, выражающие изъяснительные отношения, не менее 2. Спасибо за внимание. Не забываем подписываться на мой канал. Вам удачи!